Тем временем жители Якутска могли изготовить посуду собственными руками. В столице республики прошел мастер-класс по гончарному делу и росписи керамики. Как создают керамические шедевры, узнала Саргалана Федорова. Сделать посуду из глины под силу человеку с любым уровнем подготовки. Так говорят мастера гончарного дела. Вместе с ними участники смогли поработать на гончарном круге и сотворить посуду и сувениры из глины. Это наша местная глина. Ее добывают из Намцирского тракта. Работа с глиной напоминает работу с тестом. Материал должен стать однородным, чистым и не иметь пузырьков. Обычно вот мы их заготавливаем уже такими уже порциями, получается. Уже разминаем, но каждый раз, когда мы делаем какое-либо изделие, мы все равно заново надо хорошенько размять, чтобы случайные пузырьки воздуха там не оказались. Керамисты познакомились со всеми этапами превращения глины в изделие. Ее прессуют, придают форму, затем отправляют на сушку. Участники довели изделие до стадии его практического использования, обжига и покрытия декором. А на другой площадке они смогли вручную покрасить фарфоровую посуду над глазурной краской. Лидия Алексеева коллекционирует посуду с национальным колоритом. Сегодня она осмелилась взять в руки кисть и создать собственное изделие. В стиле Пикассо. На якутском изделии. Можно. Я рисовать-то вообще не умею сама. Но оказывается, получается. После занятия участники оставили свои работы в мастерской для обжига. Забрать домой полностью готовую посуду, из которой можно есть и пить, они смогут через 2 дня. Саргалана Федорова, Джолустан Иннокентьев, Якутск.